Я занимался плаванием, это был 2011 год, 30 августа. Первая половина дня, начиналось самое пекло. Я был еще в термобелье и теплой одежде. Шел домой с друзьями. Я живу в районе Алматы-1, это железнодорожный вокзал. И чтобы попасть домой, надо ежедневно проходить через эти самые пути. А их там 5 либо 6, если не ошибаюсь. И я попал именно в тот промежуток времени, когда проезжал грузовой состав. Я его услышал примерно в 20 метрах от себя. Я бы мог физически перебежать и пойти дальше домой, но тяжело очень было по состоянию. Я решил обождать. Вот он ехал от меня очень далеко. Я нашел тенек, прислонился к столбу и ждал, пока он проедет. Момент был такой, что, задержав дыхание, опрокинув голову назад, кровообращение нарушается, кислород в мозг не поступает, и я начинаю гнать и перезагружаться. Убираю бутылку, спускаю голову на привычное состояние, спускаю голову на привычное положение, в глазах темнеет, теряется баланс в организме, я чуть ли не падаю. Держусь рукой за стол, в глазах темно, я убираю бутылку на пол. Вроде бы мне стало легче, все прояснилось, но захотелось спать из этого состояния. И непроизвольно начинаю издевать, руку вытягиваю в сторону состава. Еще мало того, что я руку вытянул, я начал тянуться к составу. Неожиданно удар предплечья лестницей от состава самого. И меня от удара разворачивает на 180 градусов, и я падаю уже почти под поезд. Картинка вся замирает, выброс адреналина в крови, шок, страх, больно. Закрываю глаза, открываю, картинка возобновляется. Здесь сразу же по ногам состав 120 тонн примерно, что ли, груженный. Я вижу эту картину, я поворачиваюсь слева направо, мне больно, хочу встать, не могу, шок. Потом, когда осознал, что я ноги потерял, у меня первая мысль пришла такая, что страх перед родителями. Что маме с папой сказать? Вот эти мысли были у меня. Я от этого испугался, кажется, намного больше, чем от того, что ноги потерял. Первое время, конечно, это помощь и поддержка родных людей, особенно мамы. Папа давал наставления, поддерживал, а мужское слово – это закон. Я верил, я чувствовал, я понимал, что все будет хорошо. Преодолели страх, преодолели неуверенность. В итоге за счет их мотивации, любви, тепла ко мне, как к сыну, знаете, получилось все преодолеть с легкостью. Я выполняю свою работу, я передвигаюсь с локации на локацию, занимаюсь спортом. Очень много дел в день, которые дают очень большую нагрузку, но я терплю, потому что жить-то надо. Нужно жить на что-то. Вот, знаете, я прошел через все это, чтобы сегодня меня знали многие люди, чтобы сегодня меня знал Казахстан. Это тяжело, конечно. Рассказывать, сидеть, да, это одно. Но пережить, прожить и жить на сегодняшний день, вот это, знаете, это большой вопрос. С этим не каждый может смириться и легко жить по сегодняшний день. Ни для кого уже не секрет, что я помогаю многим людям, кто нуждается в помощи по-настоящему. Те люди, которые попали в аналогичное положение, как у меня, либо те, кто болен, возможно, чем-то, есть какие-либо проблемы в жизни, которые он не может решить сам. Это то есть психологические, либо физические. Я набираюсь тоже силы в кулак, всю волю собираю в кулак и даю ему. В школьные годы каждое мое достижение, они запоминающиеся, потому что где бы я ни был, весь зал ликовал от того, что мы проводили все на отличном уровне. Мои спортивные достижения с детства. Это мои достижения по сей день. Самое большое, самое яркое достижение, которое есть у меня на сегодняшний день, это то, когда я встал на ноги. Я помню рассказ мамы. Она говорила, что на ноги встал, научился ходить ровно в годик. Через 12 лет, когда мне исполнилось 13 лет, я, потеряв ноги, встал на протезы. Это был второй раз, когда я встал на ноги, научился ходить. По-моему, для меня это самое большое достижение, что по сей день я могу полноценно передвигаться, как и любой другой человек, даже не имея ног.